Ижевск. Столица солнца 9:00. Гость в студии. В гостях у нас Татьяна Перпухина, руководитель компании «Сакура Авто». Компания, которая организует под ключ полный процесс покупки и доставки вашего автомобиля из Японии или Южной Кореи. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Доброе утро, Денис. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Давайте ближе к микрофону. Япония далеко. Вот я глянул от Ижевска до Токио, если ехать на автомобиле, 9,5 тысяч километров. Ну, почти 10 тысяч далековато будет. А вообще, как появилась идея возить автомобили из Японии в Удмуртию? Ну, вообще, история моего знакомства с японскими автомобилями началась из детства, поскольку я сама родом из Сибири, и правый руль не является там какой-то диковинкой. Это норма. Это норма, абсолютно, да. И в моей семье первые автомобили, последующие были, конечно же, праворукие японцы. И когда мы 12 лет назад переехали в Ижевск со своей семьей, мы привезли с собой наш семейный праворукий японец. Вот. И в дальнейшем, когда появилась необходимость купить уже автомобиль лично для меня, посмотрев вторичный рынок в Ижевске, то, что было представлено, мы, конечно же, здесь не нашли ни одного предложения. И, по сути, тогда зародилась идея попробовать окунуться в японские аукционы и попробовать привезти самостоятельно автомобили из Японии. А вот это не то культовое место, о котором все говорят, «Зеленый угол», по-моему, называется, да? Зеленый угол — это авторынок во Владивостоке, куда привозились и привозятся до сих пор автомобили на продажу. Совсем не то. Мне было интересно направление напрямую из Японии организовать себе покупку. Без посредников. Без посредников, абсолютно. У настоящих японцев. У настоящих, да, японцев на аукционах в Японии. И, соответственно, я на тот момент изучила огромное количество информации, заручилась поддержкой людей, которые имели опыт в привозе автомобилей, да, это люди во Владивостоке. Так получилось, что они встретились в тот момент на моем пути, взвесила все риски, и в 2017 году я купила на аукционе свой первый японский автомобиль. То есть Сакура Авто уже 7 лет, более 7 лет в деле. Само юрлицо было организовано немножко позже, когда люди стали подходить на улицах, спрашивать, что это за автомобили, каким образом вы их привезли. И то есть помаленьку, потихоньку мы возили под заказ, ну, как физлицов, тогда я вот привозила. И потом, когда в какой-то момент спрос начал появляться, и он начал расти, у меня появилась идея организовать уже юрлицо, открыть офис в Ижевске и заниматься данным направлением вплотную. И по большому счету японскими автомобилями я занимаюсь на сегодняшний момент уже 7 лет. И 2,5 года назад мы открыли также и корейское направление, поскольку левый руль, он тоже актуален для нашего региона. А расскажите, как вы выбирали первый автомобиль? Да как мы выбирали? Был определенный ограниченный бюджет. Посчитали, примерно прикинули то, что я могу себе на тот момент позволить. И это была Toyota Passa, это малолитражка, литровый автомобиль. Был тогда голубого цвета, вот как я помню сейчас. И мы ставили ставки и выиграли его. Татьяна, вы сказали о том, что через посредников не работаете, исключительно с японцами. О каких японцах речь? Это прям физлица, то есть человек, который владеет автомобилем, или это юрлицо? То есть тоже какие-то японские автосалоны. Смотрите, сами физлица, так скажем, сами японцы, они не продают свои автомобили вот так, как у нас это принято. Они привозят автомобиль дилеру, сдают его в трейд-ин, соответственно, себе приобретают новый автомобиль, и дальше дилер уже занимается вопросом сбыта этого автомобиля. То есть дилер привозит автомобиль на аукцион, инспектора его оценивают, соответственно, выдается каждому автомобилю аукционный лист, мы видим пробег, оценка, комплектация, то есть вот эти все замечания по кузову, по салону, которые имеют место быть, поскольку это пробежные автомобили, либо не имеют места быть, если это автомобиль в состоянии новом, так скажем, да. То есть и уже люди могут выбрать из всего ассортимента актуальных лотов те машины, которые им интересны.
мне интересен автомобиль. Вот давайте конкретно на моем примере, если не против, разберем, чтобы предметная беседа была. Мне очень нравится Kia Carnival. И из Южной Кореи вы тоже возите автомобили. Kia Carnival, обязательно левый руль, но я не знаю, максимум по пробегу 3000 километров до 3. То есть прям состояние нового. Сколько в деньгах я смогу сэкономить? Но здесь мы будем разделять однозначно, что автомобили, привезенные под заказ, для заказчика это выгода на оплате льготного утилизационного сбора. Поясните. То есть, когда ввозится автомобиль на территорию России, если вы покупаете не для себя автомобиль для личного пользования, вы оплатите льготный утилизационный сбор 5200 рублей, если это автомобиль в коридоре 3-5 лет по возрасту. Если он младше 3 лет, там составит льготный утилизационный сбор 3400 рублей. Во всех остальных случаях, когда автомобили везутся для перепродажи, с 1 августа прошлого года введены правила о том, что автомобиль должен быть растаможен обязательно на юрлицо с оплатой коммерческого утилизационного сбора с установкой кнопки ГЛОНАСС. И если мы говорим о Kia Carnival 2.2 дизельном моторе, то коммерческий утилизационный сбор составит на него 1 279 000 рублей, плюс кнопка ГЛОНАСС 50 000 рублей, и плюс возьмем ту некую стоимость, которую заложил туда человек. Это для перепродажи. Для перепродажи, да. Под заказ другая история будет. Под заказ другая история. Вам автомобиль выходит по себестоимости, вы оплачиваете чисто автомобиль, его расходы на логистику в Россию, на таможенное оформление, на получение ПТС, на автовоз и нашу небольшую комиссию. Сколько мне ждать его плюс-минус, когда вот заказ уже сделан, мы договорились? С момента выкупа автомобиля у дилера в Южной Корее срок поставки в Ижевск составляет примерно 2,5-3 месяца, в зависимости от сезона, в зависимости от очередей в транспортных компаниях. Потому что львиную долю по срокам составляет именно перевозка машины по России. А огромнейший поток идет огромнейший поток вывозится из Владивостока. Это китайцы, это корейцы, это японские автомобили. Да? Соответственно, автопарк автовозов, какой он был, такой он и остается, к сожалению. Очереди в транспортных очень высокие. Ну и что имеем, то имеем. То есть срок поставки 2,5-3 месяца, нужно на это рассчитывать. Продолжим беседу. Уверена, что многим стало интересно, как же заказать автомобиль. Но мы скоро вернемся в эфир. Да, ваши вопросы задавайте в группе Радио Адам ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Telegram 8 912 007 0805. В этом часе у нас руководитель компании Sakura Auto, которая организует под ключ полный процесс покупки и доставки вашего автомобиля из Японии или Южной Кореи сюда, в столицу Удмуртии. Много сообщений от наших слушателей мужчин. Доверяют, прониклись. Поехали. Юрий, от него вопрос. Доброе утро. Сколько будет стоить привезти Mazda CX-5 до Ижевска со всеми расходами? Mazda, по всей видимости, новую хочет, 2024 года, передний привод, автомат. Ну, начнем с того, что если мы говорим про Японию, то автомобили с мотором выше объемом 1,9 литров, они под санкциями. Ага. То есть, как бы вы ни хотели, санкционку я не повезу, ввиду того, что нет никаких гарантий, что автомобиль вообще, в принципе, приедет в Россию. То есть могут не пустить? Но если поймают, просто снимут с рейса, это как минимум. Вот. И, соответственно, в Южной Корее искать японские автомобили, тут такое себе удовольствие, их там практически нет. У них свои. У них есть свои автомобили, а альтернативное направление из Китая, соответственно, я не привожу. Принято. Еще вопрос от мужчин. Мне кажется, мужчинам вот пополам интересно, а второй половине просто Справиться, не справиться? Да. Вот, к примеру, Kia Carnival, простая комплектация, года 15-го, пробег до 100 000 километров, сколько выйдет для физлица под ключ в Ижевск? Тут опять же очень интересный вопрос, и нужно понимать, что объемистые моторы свыше 5 лет по нашим правилам, по таможенному оформлению везти в Россию, я скажу, просто невыгодно. То есть там под двойную пошлину вам автомобиль выйдет дорого, несмотря на отступ в его возрасте. Трофим, от него вопрос: принимаете ли вы в счет оплаты автомобиль клиента? Нет, не принимается, поскольку все этапы платежей заказчик оплачивает самостоятельно. И для таможни нужно показать чек из банка о том, что вы оплатили инвойс самостоятельно. Ага. Соответственно, мы не можем взять зачет, мы не можем платить за вас автомобиль. Так, Трофим, в счет оплаты, значит, нет. У него вопрос: сколько будет Kia Optima, левый руль с пробегом до 5000, со всеми сборами и вашими услугами?
По поводу расчетов бюджетов, это уже адрес на заявки, просчитываем индивидуально, в зависимости от возраста автомобиля, от комплектации, от пробега, от состояния его, поэтому вот нужно считать. Сакура Авто, где искать в Ижевске? Мы находимся в бизнес-центре Ю2 по адресу Удмуртская, 145, офис 416. Есть от Анатолия вопрос, по какой минимальной стоимости вы привозили автомобиль и какой это был автомобиль? Пятиместный левый руль почему-то дописывает. Ну, Минимальная по поводу- стоимость автомобиля какая была? Но если мы рассматриваем автомобиль из Южной Кореи, левый руль, то там можно смотреть комфортный бюджет, там от 1 300 000 1 400 000. Это будут малолитражки, к сожалению, потому что ничего другого за эти деньги не привезти. А если, в принципе, рассматривать самый бюджетный автомобиль, это, конечно же, японские Kia Carы. Это автомобиль «ключ в кармане», как его еще называют, компактный автомобиль для городского передвижения, в принципе. И в данном направлении можно рассматривать бюджеты от 650 000 рублей, ну, 650-700. Honda здесь Spark, пожалуйста, Mitsubishi Wagon R года 10-11. Можно привезти с небольшим пробегом до сотни в хорошем состоянии. А почему так ценятся автомобили из Японии? Якобы состояние такое, что у них там с дорогами? Быть может, японцы не любят быстрой езды, как русские, не жгут двигатели там и так далее. Почему ценят? У них, Даже с большими пробегами автомобили в хорошем состоянии. у них все классно с дорогами, в отличие от некоторых регионов нашей страны. Ну, смотрите, условия эксплуатации – это, во-первых, мягкий климат, соответственно, хорошее топливо, качественное обслуживание автомобилей, плюс дороги. Вот все в совокупности имеет огромное и решающее значение в пользу того, что автомобиль даже с пробегом там 100-130 тысяч километров, пускай это будут возрастные автомобили, выбранные, которые грамотно, правильно, да, вот в хорошем состоянии, они сюда придут к вам. Мы привозили 9-го года выпуска, поднимали, там даже рыжиков нету. 9-го года выпуска автомобиль. А на каком Да. автомобиле вы приехали сюда сегодня к нам на эфир? На своем личном автомобиле Suzuki Solio Bandit. Бандит? Бандит, это так называется его комплектация. Я думал, вы ласковый вот так. Мгм. Ну, выглядит он Нет. почти как микроавтобус. Ну, так таковым и является. Татьяна, тут мужчины подъезжают, паркуют свои вопросы, достаточно много. Вопрос от Рафаэля. Есть ли у вас автомобили в наличии на продажу? Или возите чисто под заказ? Если есть машина в наличии, где смотреть? Такие автомобили есть. На данный момент у нас 2 кейкара в наличии. Пожалуйста, в группе во ВКонтакте они висят у нас по наличию. Есть Toyota Tank. То есть пока вот все, что есть. Мгм. Есть еще вот такой вопрос от Руслана. Каков срок поставки автомобиля от момента первого посещения офиса до момента передачи ключей? Каковы самые минимальные сроки? Тут я бы коснулась такой темы, что не от посещения офиса, а от момента покупки самого автомобиля, потому что между посещением офиса и покупкой может быть тоже какой-то срок. Бывает так, что с первой ставки, например, аукционы играют, или в Корее быстро находится автомобиль. Соответственно, от момента покупки автомобиля до прибытия сюда, в Ижевск, минимальные сроки у нас были это 2 месяца, то есть как бы, ну, вот это вообще рекордные сроки. А так в целом 2,5-3 месяца, в Ну, вот. зависимости от загруженности в транспортных компаниях. Есть вопросы от Антона и от Евгения, но у них вопросы про китайские автомобили. А Sakura Auto занимается исключительно японскими и южнокорейскими автомобилями, поэтому, ну, ребят, мимо ответить не сможем. А в японских и южнокорейских автомобилях какие тенденции в заказах? За последнее время вообще чего хотят ижевчане? Ну, давайте начнем с японских автомобилей, потому что какая-то эпидемия за последние полгода накрыла наших клиентов, в том числе все просят поголовно европейские автомобили с правым рулем. Вот просто вы не представляете, какой спрос на них. Соответственно, это BMW, Mercedes, Audi, Но с правым Volkswagen, рулем. Peugeot. То есть это те автомобили, которые импортируются в Японию, вот для Я самих понял. японцев, да, и потом в последующем уже мы можем купить их на аукционах. А с чем это связано? Более дешевая цена? Нет? Ну, смотрите, вот если брать, например, ту же Сибирь, вот когда никто, по сути, не рассматривал себе вот этих европейцев в
плане того, что все почему-то думали, что они, может быть, ненадежные, там у них вот на ДСГ, там сухой, мокрый. Никто не хотел как бы вот вникать в подробности, как они обслуживаются. То есть все привыкли ездить на японцах, потому что знали, что масло меняй, бензин заливай, катайся и горе не знай, как говорится, да. И тут в какой-то момент, вот, ну, я по своей компании сужу, когда в декабре прошлого года мне клиент из Красноярска позвонил, говорит, тут что-то как-то все на BMW, я вроде на японцах накатался и хочу Баварию. Я думаю, ну как бы, ну ладно, хочешь, ну давай, вот мы ему купили BMW второй серии. Выложила ее там в своем телеграм-канале. Тут ребята посмотрели, говорят, да как так по таким вкусным ценам BMW? Такую же аналогичную, да, вот мы купили в декабре прошлого года, условно говоря, вот в марте этого года, и бюджет там 1 150 000 под ключ сюда в Ижевске, BMW вторая серия в максимальной комплектации лакшери. И буквально 2 недели Да назад... не может быть. Да, 2 Сколько? недели... 1 150 000. И 2 недели назад мы покупали точно такой же автомобиль. Внимание, цены выросли на 300 000 рублей. Вот за этот короткий промежуток времени. И это вот не только BMW, это Mercedes туда же. Из-за высокого спроса ставки на аукционах высокие, бюджеты все выше, выше и выше. Татьяна, время поджимает. Давайте еще раз напомним, почему выгодно вести автомобиль именно под заказ. Но самым главным фактором, конечно же, является экономия денежных средств, поскольку, возя и растамаживая автомобиль для личного пользования, наши заказчики оплачивают льготный утилизационный сбор. Это первый момент. То есть клиент экономит на утилизационном сборе, на отсутствии необходимости поставить кнопку ГЛОНАСС, которая обязательно для перепродажных автомобилей. И также мы берем во внимание некую сумму, которую хочет заработать продавец этого автомобиля, который именно берет и привозит автомобиль на продажу. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что в этом случае полностью прозрачная история автомобиля. То есть клиент покупает ровно тот автомобиль, того цвета, той комплектации, которую он хочет, да, с оригинальным пробегом, вот, с оригинальным аукционным листом. К сожалению, вот если покупать из наличия, можно столкнуться с теми же самыми скрученными пробегами, с поддельными аукционными листами, что скрывает историю автомобиля. Хорошо, еще раз, где вас искать в социальных сетях? Мы находимся в группе во ВКонтакте. Есть у нас в Телеграме канал, называется он «Правый руль 18». Подписывайтесь, мы будем вам рады. Огромное спасибо за беседу, она была интересная.